Здравствуйте, любители гор и альпинизма! Вы смотрите программу «Альпинизм» на телеканале «Туризм и народные ремесла». Сегодня у нас в гостях человек, который вписал свое имя в историю таджикского альпинизма – Виталий Хинензен, первый таджикистанец, покоривший вершину Эвереста и всех семитысячников Таджикистана, включая пик Исмаили Самани. Он не только достиг высочайшей точки мира, но и путешествовал по многим странам мира. Приветствуем вас, Виталий. Спасибо, что приняли наше предложение для участия в программе. Спасибо за встречу. Во-первых, вы себя кем считаете? Альпинист или горный турист? Потому что в последнее время часто путают альпинизм с горным туризмом. Я немного занимался альпинизмом и много занимался горным туризмом, поэтому тут такое двоякое состояние. Это смежные такие компоненты, смежные, можно сказать, профессии, смежные увлечения. Поэтому я бы сказал так, горный туризм, я себя чувствую как горный турист с элементами альпинизма. И добавлю сразу же догонку, что зачастую, во-первых, там похожие техники и похожее снаряжение, практически одно и то же, а во-вторых, в какой-то период жизни было популярно использовать горный туризм с элементами альпинизма. Поэтому это постоянно все пересекается и где-то находится по соседству и в содружестве, скажем так. Большую часть времени я занимался именно горным туризмом, если говорить о времени. А если говорить об альпинизме, я занимался года 3 альпинизмом как таковым, когда это была основа, когда это было обучение, когда это были первые восхождения. А потом уже на каком-то следующем этапе все эти навыки были реализованы непосредственно в альпинистском стиле. Так что, опять же говоря, что это очень все близко, это все соприкасается. А по вашему мнению, чем они отличаются? Горный туризм, альпинизм? Это немножко разные вещи, потому что, как правило, альпинизм имеет под собой основу развертывания лагерей, развертывания альпинистских баз. После чего, когда уже существует база, альпинисты поднимаются на ту или иную вершину, скажем так, в ближайшей локации. И здесь особенность такова, что, как правило, в базе есть специальная группа, не специальная группа, а группа поддержки, часть которых может наблюдать, часть которых может обеспечивать радиосвязь, часть которых может обеспечивать продуктами медицины. То есть это целая такая компонента, которая работает вот в таком режиме. А если говорить о горном туризме, то это чаще всего автономные походы, когда туристы несут все с собой. То есть они находятся в отдельном таком состоянии, несут все с собой: снаряжение, продукты, питание и так далее, и так далее. Может быть, несколько в этом смысле проще маршруты, проще технической части маршруты, хотя зачастую они могут быть и наоборот сложнее, это в зависимости от категории. Но зато совершенно надо понимание, что когда как у альпинистов, как правило, есть группа поддержка непрерывная и круглосуточная, то туристы зачастую оказываются предоставлены сами себе вдали от населенных пунктов, вдали от коммуникации, вдали от поддержки. И это совершенно своя отдельная составляющая. Это сложнее, это интереснее, это мужественнее. Это несет какие-то аспекты психологии, потому что находиться в группе в замкнутом режиме с небольшим количеством людей, это как космос. Ты летишь на корабле, и ты знаешь, что ты не встретишь ни населенных пунктов, никто тебе не поможет, поэтому твоя психологическая составляющая должна быть очень крепкой. Мне был интересен туризм, как-то судьба развернула, что в значительной степени я больше занимался именно туризмом. Но, подчеркиваю, с элементами, с тем же самым снаряжением, с тем же самым, можно перечислять веревки, крючья, каски, беседки и так далее, что и в альпинистской технике. А помните ли вы свою первую экспедицию? На какую гору это было и какие воспоминания связаны с ними, ваши воспоминания? Если говорить о моей первой вершине, альпинистской вершине, то это вершина Кулай-Джаванун, это в устье реки Сиама, здесь недалеко от города, это были мои студенческие годы, и это был совершенно интересный период жизни, когда было несколько спортивных сообществ в Таджикистане: Хасилот, Таджикистан, Спартак, и можно было прийти, молодым человеком или молодым девушкам, кто угодно мог приходить, тебя учили азам альпинизмом, тебе предоставляли снаряжение, тебе была предоставлена инструктора, не в какой-то мере, а даже и питание на время экспедиции. То есть ты просто приходил и занимался этим как в таком любительском режиме. Да, это были сначала отдельные выходы
недельные на отдельные виды тренировок, ну, например, скальная, ледовая, снежная. Нас учили основам, как правильно оказывать первую помощь, как правильно обеспечивать питание, какой вид одежды и какое снаряжение должно быть у каждого из альпинистов. И первая вершина, да, была Кулай-Джаванон, замечательная, на всю жизнь остается в памяти. И когда ты возвращался, было отдельное посвящение. Ты не просто вернулся, сказал «здрасте» и все. Это был целый спектакль. Тебя встречали, тебя там заставляли всякие ритуалы делать. Мы были все обгоревшие, и нам кожу мазали красным перцем, чтобы запомнили этот день. Было популярно во многих организациях иметь свои туристические клубы. Ну, например, условно говоря, Таджик Сикстельмаш имел свою сильную группу. Я работал, например, в организации «Фанон», у нас был свой клуб. То есть достаточно серьезная. Таджик гидроагрегат, например, была своя. То есть были такие секции горные, которым, может быть, организации помогали приобретать какие-то снаряжения, помогали где-то какие-то выделялись деньги на транспорт и на финансирование, на питание. И это вот каждая организация. А Совет по туризму регулировал события городского или республиканского масштаба. Проводилось это соревнование, например, по скальным видам, то есть выезжали в специальные участки, навешивали специальные веревки, и какая команда быстрее, качественнее проходит тот или иной сложный маршрут. То же самое в ледовой обстановке. И проводилось обязательно открытие сезона, то есть, условно говоря, в начале марта проходилось на горе Чербет, которая вот тут она видна за углом, да, где Чербет. Это проводилось, ну, в частности, проводилось открытие сезона. В конце сезона, обычно там в декабре, проводилось закрытие сезона. То есть подводились какие-то итоги, кто какие маршруты прошел, проводились официальные или неофициальные соревнования, кто занимает какие-то места, либо в масштабах республики, либо даже в союзных соревнованиях. Вот такая жизнь была веселая, интересная и плодотворная. Виталий, вы покорили не только Эверест, что мечта многих альпинистов, но и всех семитысячников Таджикистана. На какие именно и какие воспоминания связаны с ними? Ну, я бы начал, наоборот, разговор про таджикские вершины. И все-таки хотел бы отметить, что все-таки большей частью занимался горным туризмом. Но вот в конце 80-х годов, начало 90-х пошла такая, течение, мода, как угодно можно назвать, что в конце маршрута туристического, то есть группа проходила туристический маршрут, а потом, если были силы и возможности, это заранее, конечно, обговаривалось, то можно было покорить какие-то вершины. Мне в этом смысле повезло, на самом деле повезло. Я оказался в составе группы, которая прошла сначала сложный маршрут 5-й категории по центральному Памиру, и затем было восхождение на пик Корженевской и пик коммунизма. Сейчас она пик Исмаила Азади. Да. То есть это было некое стечение обстоятельств. Это можно говорить, что это, может быть, произошло случайно, потому что это не было, знаете, моим стремлением попасть именно. Но с другой стороны, когда ты к чему-то движешься, предоставляется тебе условия чем-то воспользоваться. Условий, возможностей больше. Я бы сразу выделил в том, что это было все сделано в спортивном режиме. То есть это спортивный режим подразумевается, что мы все несем с собой. И хотя рядом были какие-то группы, хотя рядом была какая-то подстраховка, по большому счету мы были предоставлены сами себе. И если бы с тобой что-то случилось, а такие случаи, понятно, в горах, не регулярно, но бывает, что случается, то вся ответственность за сложности и за безопасность, она ложится только на членов нашей группы. Но, например, я не могу не сказать, что высший подъем, заключительный подъем на 400 метров на пик коммунизма, который пик Самане, каждый идет сам за себя. То есть там нет страховочных веревок, там если ты, грубо говоря, упадешь, то это твои проблемы. И этому было объяснение. Потому что там настолько круто и опасно, если ты идешь в связке с партнером, если ты падаешь, то ты тащишь за собой партнера. И такие случаи трагические, к сожалению, достаточно часто бывают. А если говорить о впечатлениях, конечно, это восторг, это, знаете, такая мужская, может быть, немножко самолюбие, что ты это сумел сделать, что у тебя это все получилось. И так получилось, что потом, после восхождения на пик, на эти пики была пауза достаточно большая, и уже в 2017 году у меня появилось желание, и мы с другом
пытались подняться на вершину Авиценна, бывший пик Ленина. И неудачная попытка была. Она еще раз подчеркивала то, что все это дается непросто, что это все сложно, что надо прорабатывать маршруты. И кроме той физической подготовки, очень важно сочетание, во-первых, погоды, во-вторых, твоя психологическая устойчивость, что ты готов ждать, а ждать приходится иногда очень подолгу и в очень непростых условиях, на высоте. Ты лежишь в палатке, не можешь выйти, очень холодно, мокро и так далее, и так далее. И когда происходят такие ситуации, понятно, что очень сильно усложняются условия в горах. То есть там ведь нету асфальта, травки и так далее. Там ледники, там падающие лавины, там все, что угодно может произойти. Поэтому очень много зависит от того настроя, который у тебя есть. И в 2017 году у нас не получилось. А в 2019 году мне повезло. Ну, повезло, не повезло. Можно сказать, что была вторая попытка, она была удачной. То есть в 2019 году я поднялся на пик Авиценны, и получилось так, что все 3 семитысячника в Таджикистане оказались, да, удачными. Но не могу не сказать, что, во-первых, в ближайшей доступности от города Душанбе достаточно богатый район. В районе Сямы освоены, где много категорийных маршрутов. На них есть описание, на них есть категорийность проставлена. Есть описание в том смысле, что не просто, а как пройти здесь, как пройти, какой участок здесь, например, скальный, потом скально-ледовый, здесь снежный. То есть эти маршруты давно-давно были разработаны, они классифицированы, они описаны. Я больше того добавлю сразу же, что в свое время были очень серьезные соревнования союзного уровня. И в Таджикистан всегда славился очень серьезными командами, занимали и призовые места, и были победителями всесоюзных. Это дорого стоит, потому что это не потому, что не всегда приезжали в одном месте. Это могли соревнования проводиться в разных локациях. Ну, условно говоря, кто-то на Памире, кто-то в Фанских горах, а кто-то на Кавказе, а кто-то еще где-то. А потом специальная комиссия просматривала маршруты, просматривала описание, технику прохождения, выставлялась оценка, и, соответственно, люди занимали те или иные места уже в рамках всесоюзных соревнований. Это было все организовано, продумано и считалось очень престижным, знаете, И подчеркиваю, в Таджикистане было очень много замечательных спортсменов с великолепной подготовкой, с замечательными возможностями, которые были реализованы. Воспоминания такие. Вот, когда ты понимаешь, что на десятки и на сотни километров нет никого вокруг, их просто нет никого. Когда ты знаешь, что есть группа внизу, которая тебя, конечно, каким-то образом поддерживала, но при всем, что тогда не было тех возможностей, которые сейчас. Ну, например, радиосвязь. Даже у нас была радиосвязь коротковолновая, которую мы могли соединить с Душанбе, у нас не было оперативной связи между участниками группы. То есть это особая ситуация, когда на тебе бешеная ответственность, ты должен понимать, что ты не можешь ошибаться, ты не можешь подвести и себя, и группу. Вот это вот состояние, знаете, его трудно передать на словам. Его нужно, это состояние нужно пережить, почувствовать. Нам помогали с вертолетами делать заброски, потому что экспедиция была очень большая, и столько продуктов и снаряжения с собой невозможно было унести. То есть это выглядело следующим образом. Мы сначала делали базировку, потом на вертолетах летели и делали в определенных точках, забрасывали специальные такие 200-литровые бочки. Там были продукты, бензин, часть снаряжения. А потом шли по определенной нитке маршрута, и доходя до этой точки, мы уже забирали продукты, снаряжение. Где-то, где была возможность, мы там делали небольшие горные бани. Но это было целое замечательное. Вот я бы выделил вот такого рода экспедиции. Потому что, еще раз говорю, когда мы говорим о высоких точках, это я понимаю, что это престижно, это хорошо, это на слуху, но не менее серьезно, а может быть и более сложно, когда человек находится вот в отрыве. Он, как я говорю, я люблю сразу сравнивать с космосом. Это как приключенческие туры? Ну, не совсем приключенческие, потому что иногда сходили лавины, были камнепады, были сложные переправы через реки. Когда ты идешь через реку, а вода тебя по пояс сбивает с ног. Это, я бы не сказал, что это приключение, это достаточно все интересно и по-взрослому. Или когда у нас, например, были случаи, когда мы приходим к бочке, а там так или иначе,
человеческий фактор никто не исключал. Бочка оказывается полупустой. То есть там, я не знаю, пастухи или охотники, или кто-то, то все продукты, или почти все продукты забирали. И мы оказывались, а нам еще там идти 5 или 7 дней, а у нас оставалось... Мало продуктов. Не просто мало, а их практически не было. Да, и у нас так это был даже полусмешной эпизод, что у нас, например, оставляли там палку колбасы, да, такой копченой, не знаю, неважно по каким причинам. А это было на всех явно недостаточно. И мы на эту колбасу там пытались где-то рыбу ловить, чтобы хоть чем-то как-то питаться. Таких сюжетов на самом деле достаточно много. Где-то бензин разольется, например, скидывали бензин, и бензин, когда разливается, понятно, что эти продукты становятся непригодны. Спички намокнут. Спички, ладно, когда сахар намокает бензином, это другая история. Тут как бы все сложнее. Вот я бы, если в том настроении, о котором мы говорим, я бы выделял бы вот такие походы. Восхождения, еще раз говорю, они сложные, они, может быть, технически гораздо сложные, но ты знаешь, что вот там вот сидят люди, они помогут, они рядом, они там что-то каким-то образом либо помогут, либо советом, либо делом спасут, принесут продукты, по крайней мере, сообщат, как мы говорим, на большую землю что-то, а когда в автономии, ну, это все сложнее. И у нас были еще вдогонку не восхождения, а походе, на самом деле, в 1985 году у нас был замечательный, сложнейший поход. Он был самой высокой категории сложности. Мы были на очень сложном перевале и попали в историю, когда было сильнейшее землетрясение, а мы были в это время на спуске, когда рядом все падало, гремело и кряхтело. На какой высоте это? Эта высота была около 6000 метров. И все накруг. И нас, честно говоря, Бог спас, потому что мы только начали спускаться. Если мы спускались вниз, все, что снизу, то, что сверху, тут нас просто судьба нам. Страшно, да, не страшно, не то слово. Вот, да. Вот тот поход тоже, он стоит особняком, когда ты оказываешься в опасности и когда ты ничего сделать не можешь. Ну, землетрясение, вокруг все сыпалось и падало, и рушилось. Ну, нам повезло. Когда стоишь на самой высокой точке, это момент триумфа или сознание того, что дальше путь только вниз? Я бы разделил этот вопрос. Во-первых, поднятие триумфа, оно такое, ну, оно приятное, оно хорошее, но триумф, если говорить об этом слове, он наступает немножко позже, когда ты вернулся домой. Потому что зачастую спуск не менее, а более опасен, чем подъем. Поэтому на вершине ты получаешь, конечно, такой кусок эйфории, адреналина, но ты должен понимать, что тебе нельзя расслабляться, тебе надо спуститься, и только потом ты можешь расслабиться и рассказать друзьям, знакомым или где-то, как это все происходило. Поэтому тут вот такое двоякое состояние. Да, удовлетворение, да, гордость зачастую, да, какое-то вот, когда ты вот на самой вершине, это одна позиция. Вторая позиция, даже когда ты стоишь на вершине самой высокой горы, ты ведь понимаешь, что вот еще вот вокруг много вершин. Они ведь тоже ждут тебя. Поэтому это условное понятие вниз. Да, надо вниз спуститься, надо вернуться благополучно, надо все должно быть хорошо. Но поделиться, насладиться, осознать, самое главное осознать. Потому что не бывало такого, чтобы не было ошибок. Так или иначе, все равно случаются какие-то каверзы, случаются какие-то непредвиденные ситуации, их надо осознать. У нас не зачастую, а было обязательным после походов проводить обсуждение походов, чтобы высказать свое пожелание, обострить внимание на какие-то поступки того или другого участника. То есть это все было по-взрослому, и это было обязательным. И в то же время мы понимали, что когда заканчивается эта ступенька, начинается следующая. Она иногда могла быть сложнее, иногда могла быть проще, длительнее или короче, но как бы вот когда ты встал на тропу туризма, ну, как правило, ты уже на всю жизнь по этой тропе идешь. Так что тут высота – это условное понятие. Чего бы ты ни достиг в жизни, всегда находится туда, куда двигаться дальше, к чему стремиться и чего-то достигать. А что насчет дружбы и доверия? Дружба, доверие – это вообще особые компоненты, без которых в горы лучше вообще не ходить. Да, нам в жизни повезло, но мне, по крайней мере, и моим друзьям. У нас сложилась команда в самом начале, и мы остались друзьями на всю жизнь. Вот кто-то существенно старше и живет в других странах.
но тем не менее мы остались в совершенно дружеских отношениях, совершенно, зачастую друзья прилетают в Таджикистан, потому что Таджикистан невозможно разлюбить никогда. И когда мы говорим о каких-то возможностях, приезжают в Душанбе, мы или Памир, или Фанские горы. Они не приезжают просто в гости, покушать плов или мантушки. Нет, это обязательно путешествие, посложнее, полегче, подальше, поближе. Но весь смысл вот нашей горной братьи – это горы. Я скажу, что и в этом году у нас вот слово «душанбинцы» не бывает бывшие. Бывшие только потому, что они раньше жили в Душанбе, а так они в душе остались в душе. Мы обсуждали возможное восхождение на Кавказ. Уже обсуждали. Все душанбинцы, подчеркиваю, вот как горы могут сплотить людей, и как друзьями остаются на всю жизнь. Уже они заряжены на всю жизнь. Кто-то отодвигает свои личные планы, кто-то был знаком в Душанбе или не был знаком, встречается, говорит, а вот помнишь там, а вот это так, а это. И в прошлом году это было восхождение на Эльбрус, вот в этом году сейчас в начале июля планируется восхождение на Казбек, на Кавказе. Вы тоже там будете участвовать? Пока думаю. Ищу варианты. Таджикистан – страна гор. Но почему он до сих пор не стал центром альпинизма? Чего нам еще не хватает? Вопрос очень сложный, многогранный. На него однозначно ответить очень трудно, потому что это целая индустрия, это целая сеть чего бы то ни было. Я бы выделил несколько аспектов, которые являются основополагающими для организации туризма, альпинизма в любой стране, в любой точке земного шара. Сейчас сначала разграничу. Если мы говорим о так называемом плановом туризме, в советское время был популярный плановый туризм, то есть когда были турбазы. Например, вот у нас здесь в Арзобе была турбаза в Артуче, была турбаза Вертикаль, была турбаза Каракумское море. И это были не просто базы, это были не просто какие-то помещения с какими-то, я не знаю, столовыми и так далее. Это было организовано все, от транспорта до снаряжения. То есть со всего Советского Союза заранее покупались путевки, планировались маршруты. Они так и назывались плановым маршрутом. Кому-то полегче, кому-то посложнее. То есть люди покупали путевки, приезжая сюда, естественно, в какой-то мере подготовленные, и уже шли маршруты определенной категории сложности. Они были несложные, они так назывались плановые. Но при этом работала инфраструктура. То есть было 3, 4, 5 баз, была обеспечена и радиосвязь, была обеспечена контрольно-спасательная служба, как я ранее говорил, были обеспечены продукции и так далее, и так далее. То есть все это было организовано и говорить о... Да. То есть если мы говорим о плановом туризме, это можно сейчас говорить такой коммерческий, сейчас если говорить о коммерческом туризме, то никто не мешает все это возродить, это было бы здорово. То же самое примерно и по альпинизму. Я знаю, что, все, может быть, знают, что есть великолепная база, была, по крайней мере, в устье Сиамы, это так называется альплагерь. Такие же точки было в альплагере Артуч и Вертикаля. То есть приезжали уже не те туристы плановые, а уже приезжали профессиональные, профессиональный альпинизм, который занимался восхождениями, занимался путешествиями уже на полупрофессиональной основе. При всем подчеркиваю, что инфраструктура работала вся просто идеально. Да, вплоть до того, что если возникали какие-то чрезвычайные ситуации, понятно, что горы – это зона повышенного риска, то были специальные контрольно-спасательные отряды. Они не были большие, там можно было 3-5 человек, но они были всегда готовы в тот или иной момент при прибытии спасать. Где-то лавина, кто-то в трещину попал, где-то кто-то ногу сломал. Это, к сожалению, в горах это стандартная ситуация. На Памире, конечно, все сложнее, но тем не менее, там работала, например, Москвина, да, и там работала работала система примерно таким же образом. Там более серьезный уровень, он был международного уровня. Если говорить о том, что сейчас, в первую очередь я бы выделил несколько аспектов. Они могут быть что-то важнее, что-то не менее важно, но тем не менее. Во-первых, это транспорт. Транспорт – это наличие вертолетов. Страна горная, не везде есть доступ к машине, не всегда оперативно машина может приехать, если где-то лавина, сель.
То есть должны быть подготовлены какое-то количество вертолетов и готовы вылететь в любой момент. Это все на самом деле очень сложно, потому что это не то, что вертолеты там повышенной высотности, это должны быть пилоты, которые должны иметь допуск не просто персонально, есть допуск по высоте. То есть там все очень по-взрослому и по-серьезному. И это мое мнение, что это может быть структура, которая может быть работать в смычке, например, с МЧС Таджикистана, а может быть и отдельная структура. Они могли бы друг другу помогать и взаимодействовать так или иначе. Но транспорт это один из главных компонентов. Второе, примерно, не менее, это связь. Со связью проще. Сейчас современные технологии позволяют делать и спутниковую связь, и коротковолновую, и УКВ-связь, и пейджинги, и трекеры. То есть все можно отслеживать. Сейчас это стало просто идеально. Тебя могут отследить, тебя могут записать переговоры, могут увидеть аварийный сигнал. Это сейчас все легко реализуемо технически, но, к сожалению, не реализовано в современных реалиях. Вот. Отдельный компонент, когда кто бы ни уходил в горы на плановый маршрут или самостоятельно, должны каким-то образом идти работать система регистрации. Вот уходит человек, пусть это будет, например, какой-то сайт, да, где легко послал сообщение, смс-ку и так далее, все что угодно, это можно продумать. Но должны быть какие-то диспетчера, должны быть какие-то командные пункты, которые должны владеть ситуацией. Потому что, к сожалению, не секрет, что несколько лет подряд на Памире случались трагические случаи, и люди только благодаря спутниковому телефону могли как-то дозвониться. Четвертое, должна быть какая-то специализированная подготовка, хоть небольшое количество людей, которые могли бы оказывать помощь именно в горных условиях. Там своя специфика, там высотные болезни, там организм человека ведет себя по-другому. Спасатели, да? Должна быть спасатели подготовлена именно для высотных работ. Наверное, есть, и скорее всего есть, но я не уверен, что у них есть постоянная высотная подготовка. То есть их, по моим представлениям, вы знаете, да, что высотная адаптация – это отдельный серьезный вопрос. То есть каким-то образом надо эту группу обеспечивать тем, чтобы они хотя бы раз, условно говоря, в месяц или 2 раза в месяц, с какой-то периодичностью оказывались на высоте, потому что если человек оказывается на высоте без подготовки, он уже не спасатель, он уже сам становится пострадавшим человеком. Вот это тоже очень тонкий момент, он тоже очень серьезный. И если говорить о том, что бы мне казалось, что, конечно, нужна информационная подготовка. В том смысле, что должна быть информация, в какой район вы идете, должна быть информация, по какому маршруту вы идете. Это на самом деле не так уж сложно делается. Есть архивы, может быть, и в Таджикистане они есть, я просто не в курсе. Есть наверняка, например, в России, как самый легкодоступный ресурс. Есть книги, на которые напечатаны, в которых все эти маршруты расписаны. То есть кто-то должен заняться, так сказать, картотекой, чтобы люди видели. И когда, например, выходит группа, и будет понятно, вот эта группа находится на таком-то маршруте, такой-то сложности, таком-то, тогда может быть принято правильное решение. Ведь очень много зависит от того, как принимается решение в случае возникновения нестандартной ситуации. И должна быть, конечно, реклама, потому что, когда мы говорим, например, про Гималаи, да, в Гималаи там и тот же самый Эверест, который там у всех на слуху, там настолько все это раскручено, что она все уже становится зачастую неинтересно. Хочется ведь свежего чего-то, хочется ведь чего-то неизведанного. Памир в этом смысле просто уникальная компонента, просто уникальная территория, где, с одной стороны, все значимые вершины покорены, с другой стороны, есть большое количество вершин, на которых еще человек и не был, да, во-первых. Во-вторых, всегда хочется что-то новенькое. Посмотреть не просто на вершины, побывать в кишлаках, поесть за Дастарханом, посмотреть, как устроены дома, пообщаться с местным населением. Это всегда взаимное удовольствие. То есть приезжающий турист и те, кто принимает туризм, это тоже Есть туристы. Конечно. Я очень не понаслышке знаю, как гостеприимный наш народ. И это было взаимное проникновение. Это на самом деле очень серьезный момент. Когда идет взаимопроникновение, это укрепление дружбы, связи и так далее, и так далее. Я не говорю сейчас только про Россию. Это любая страна мира. Любая страна мира, которая бы Причем, мое понимание, вообще лучше, чтобы здесь весь мир был. Вот это правильно.
когда идет взаимопроникновение культур, вы знаете, это очень здорово в таком глобальном смысле. Это ведь нахождение точек соприкосновения, и те конфликты, которые там рано или поздно где-то могут возникать на каком-то уровне, они зачастую могут, решаться на другом уровне. Когда с одной чашкой чая попили какие-то, условно говоря, там неприятели, да, это очень здорово, это очень ценно. Представьте, что у вас неорганичный бюджет. Какой была бы идеальная альпинистская база в Таджикистане? Ну, я бы не говорил бы про бюджет, а я бы говорил все-таки про о том мы сегодня упоминали, о тех возможностях, которые уже давно созданы. То есть я бы сейчас возродил бы, ну, если я так громко, вот эту знаменитую базу Альплагерь, которая находится в Сиаме, потому что там была инфраструктура, там были домики, там были кухни, там были бассейны, там рядом были скалодромы продуманные, где люди могли бы обучаться, и рядышком находится вот тот самый знаменитый район Сиамы, где десятки-то точно вершин, которые пусть и покорены, но они от этого не утратили свою значимость. То есть есть район, замечательный район, альпинистский, развитый. Все, что есть для того, чтобы заниматься и туризмом, и альпинизмом, в шаговой доступности. То есть можно переночевать в альплагере и уйти на восхождение, и к вечеру вернуться. Или сделать промежуточную базовую стоянку где-то непосредственно на реке Сиама. То есть все возможности есть. Но тут я не могу не отметить, что этот район славится не только своими высокими вершинами, но и большим количеством баранов. Вот. Парадоксально, но вот эти заливные красивейшие луга, которые там существуют и которые надо оберегать, там происходит выпас скота и со всеми вытекающими последствиями. Это не просто выпас, это вытаптывание природы, это вытаптывание почвы, это загаживание воды и так далее, и так далее. Вот этот вопрос неоднократно, мне кажется, поднимался во все времена, но, скажу не понаслышке, этот вопрос остается актуальным. То есть я бы выделил какой-то район, как знаете, есть понятие особо охраняемой территории для природы, а я бы сделал отдельно особо охраняемую территорию для альпинизма и туризма. И вот это ущелье Сиамы, и я бы каким-то образом резко ограничил, не просто ограничил, запретил бы как минимум выпас скота, там, вырубку деревьев, потому что, ну, поверьте, я это видел своими глазами неоднократно. Это идет и выпас, и вырубка, и, соответственно, район теряет свою привлекательность и теряет свою значимость. И с этим давно надо что-то сделать. Хотя бы очень небольшой район. На самом деле он не такой большой. Он в масштабах Таджикистана, он небольшой. Сделать надо какую-то туристическую мекку, знаете, куда бы люди приехали, где было абсолютно чисто, красиво, доступно и гарантирована безопасность в этом смысле. Вот так. Какие 3 вещи должны появиться в инфраструктуре горного туризма Таджикистана прямо завтра? Это самые необходимые меры. Смотрите, я бы сказал так. В первую очередь, в значительной степени всегда в любой ситуации решает человеческий фактор, решает любые вопросы. Я бы воссоздал, потому что такая школа была, воссоздал бы школу или пункт, или станцию юных туристов. То есть надо воспитывать детишек с какого-то возраста, с юных лет, да. Это вот как бы все в одном как бы составляющей. Обеспечил эту школу снаряжением, там, транспортом, инструкторами, самое главное. Должны быть люди, которые бы болели душой, и такие люди есть еще в Таджикистане, которые болели бы душой за воспитание детей, за организацию походов. Есть такая порода людей, которые живет этим настроением. Вот их надо найти каким-то. Они есть наверняка, их просто надо где-то выцепить. Это бы первое. То есть надо в первую очередь обеспечить детский туризм, затем обеспечить в одной компоненте все юношеский туризм, то есть чтобы это была передача поколения, и чтобы это потом проходило во взрослую стадию. Второе, все-таки не могу не повторюсь, что это какая-то должна быть минимальная инфраструктура. Пусть это будет хотя бы для начала одна какая-то турбаза, где люди могли бы прийти, взять не какое-то, а профессиональное снаряжение, ботинки, кошки, веревки, крючья.
Третье, я бы каким-то образом создал бы, раньше была школа горного туризма для взрослых и школа инструкторов. То есть вот опять же сопряженная с первым пунктом, должны быть люди, которые должны быть профессионалы. Нельзя пускать людей в горы, которые знают это понаслышке или по книжкам, или по фильмам. Они должны иметь опыт. Для этого я бы не постеснялся бы приглашать зачастую инструкторов, неважно откуда. Ну, например, из Кыргызстана, там великолепная школа туризма и альпинизма. Она развита, она много лет функционирует, у них есть соответствующие сертификаты, дипломы и так далее, и так далее. Я бы не стеснялся приглашать, я считаю, что это правильно приглашать людей, которые все это знают и у которых есть опыт. Позовите их на год, на два, на три, пусть они отработают сезон, да, естественно, должна быть соответствующая зарплата, обеспечение, и за год, за два-три поднимется волна наших же. У нас очень хорошие ребята, поверьте, очень хороший народ, и надо им показать, преподнести. То есть я бы выделил вот эти компоненты, и тогда, то есть нужно создать первый толчок. Я не могу сказать, кто бы это должен был делать, государство или какая-то организация. А лучше всего, чтобы это было и государство, и какие-то частные организации, которые бы вкладывали деньги в свой народ, в развитие туризма, в альпинизм. Не лишнее, наверное, будет проводить какие-то соревнования. Я знаю, что периодически проводят какие-то соревнования, но это не тот уровень, это не тот подход, который бы хотелось бы видеть. Как проявить молодежи интерес к горам в мире, где проще смотреть приключения на экране, чем переживать их вживую? Я скажу, как было у нас, например, когда на обычные уроки приходили какие-то тренеры. Это было кто угодно, тренер по волейболу, по баскетболу, по футболу, по боксу. Приходили, говорят, ребята, вот то-то, то-то, то-то. Вот мы вам расскажем, покажем и так далее. Должно быть создано какое-то движение. В вашем вопросе очень такая серьезная подоплека. На самом деле очень сложно. Человек привык к телефону, привык на диване и к попкорну, а тут его тащат в горы, и что-то на себе нести куда-то. Но с другой стороны, если ты один раз вытянул, если нашел подход, это очень индивидуально, если нашел подход к человеку, то он этим заболеет на очень долго. Это непросто, но надо делать какие-то, не надо делать, я бы предложил делать какие-то выезды, да, классов, школ, или выбирать с разных районов тех, кто хочет поехать, но только заранее ориентироваться. Это не просто выезд на шашлыки, а это занятие спортом, это занятие серьезным делом, может быть, на всю жизнь. Это уже педагогика, это психология, это все сложно. Вы очень правильный вопрос задали. Это самый сложный вопрос, как поменять мышление человека. Да, надо работать, надо стараться, а когда человек старается, работает, все равно ростки проходят, все равно трава через асфальт растет. Поэтому, как бы нам ни казалось, что всем интересно то, что только гаджеты и только фильмы, на самом деле надо чуть-чуть подогреть ситуацию, больше фильмов показывать, больше по классам ходить, больше устраивать какие-то соревнования. И поддерживать здоровый образ жизни. Поддерживать здоровый образ жизни, поддерживать интерес к экологии, очень существенный фактор к экологии. То есть, когда вот эти все компоненты будут вот на виду, да? Активный отдых. Активный отдых, совершенно верно. Тогда что-то где-то выстрелит 100%. Этим надо заниматься. Не от случая к случаю, знаете, не по памятным датам, а это должна быть регулярная работа. По выходным? Каждые выходные люди должны знать, что вот есть центр, который организует. Тогда родители сами потащат детишек, а детишки хотите, давайте, вот там мы вас привели, вот вам опытные инструктора, можно сейчас частично с родителями, можно отдельно, которые вас вывезут, покажут, можно проводить какие-то показательные выступления. И это нужно, наверное, показать. Вот смотрите. И, кстати, у нас несколько таких групп, они формальные, неформальные, есть. Есть, да, компании, да, которые это проводят. Но еще раз говорю, надо разграничить компании, которые занимаются этим на коммерческой основе, а есть, которые мы сейчас в большей степени говорим о спортивном туризме, альпинизме. Вот здоровье нации – это спорт некоммерческий. Коммерчески это хорошо, это здорово, это приятно, это познание природы, но это все-таки основано на разовых выездах и на
А надо создать атмосферу. Вот такими поступками создастся атмосфера. И потом это будет поколение за поколением. Ну, мне было очень приятно. Было бы приятно, если бы там, допустим, наши таджикские спортсмены участвовали на соревнованиях, там, я не знаю, в Кыргызстане, на Кавказе или где-то, которые регулярно проводятся, поверьте, и выигрывали призы. А когда такие показательные вещи случаются, тогда и молодые люди тянутся. Потому что всем хочется достичь чего-то, всем хочется что-то получить. Вот. Но это еще раз, это очень сложная, тяжелая работа. Но этим надо заниматься. Вы один из немногих, кто имеет очень обширный опыт восхождения в Таджикистане. Какие маршруты вы могли бы порекомендовать начинающим альпинистам? Подчеркиваю, что горы – это зона особого риска, и должен быть очень достаточно подготовленный тренер, гид, профессионал, который бы мог научить и регулировать эти вопросы. Поэтому, если говорить, например, о Душанбе, то я повторюсь, что это, если говорить об маршрутах, то по Сиаме маршрутов, ну, я не знаю, десятки просто. Если говорить чуть подальше, то это Фанские горы, где тоже есть какое-то количество маршрутов. Когда оказываешься в Фанских горах, ну, например, в Фанских горах, я уж не говорю про Памир, это вообще труднодоступный район по большому счету, то очень часто видишь группы, которые приезжают издалека. Очень много приезжают на самом деле. Чехия, Германия, Великобритания. Хотите говорить, что у них нет инструктора? Они идут, как правило, зачастую, они идут с проводниками, а не инструкторов, они идут сами. Очень хочется видеть там наших таджикских ребят и девчонок. Вот я к чему говорю. Очень хочется, чтобы, вот, то есть нужно, как бы я, например, поступил, сказал, вот есть там 2-3 бесплатных похода, бесплатных. Нужно чем-то людей втянуть, заразить. Я не знаю еще раз, кто это возьмет на себя возможность. Комитет по туризму, может быть какая-то другая структура. Но я бы сделал образцово-показательно. Вот давайте мы сделаем там 5 маршрутов в течение сезона. Наберем там группу по 5-10 молодых ребят, проведем с ними какую-то первичную подготовку, и пусть эти ребята пройдут, увидят своими глазами, почувствуют прелести и трудности одновременно. И это было бы мне очень приятно. Подчеркиваю, приезжает со всего земного шара, а у нас тут проехал 3-4 часа и оказался здесь. И это не востребовано. Возвращаясь к предыдущему тему, как надо создать предпосылки. Кто-то должен взять на себя это бремя, финансы, организацию. Мне трудно сейчас говорить, кто, потому что кто-то должен тоже. Может быть, комитет по туризму. Я бы уделял меньше внимания каким-то плакатам и баннерам, а потратил бы эти деньги на организацию живого такого материала, чтобы привлечь молодых. Поверьте, много. И в Институте физкультуры, вот недавно, я, по-моему, мы с вами говорили, поднимались на ту вершину Струхну. Вон она отсюда видна, вон она вдали. Струхну, да. Вот она перед нами. Есть ребята, которые с удовольствием бы походили, и это можно сделать регулярно. Это можно сделать и нужно сделать регулярно. Прошла группа, через 2 недели еще одна группа, через 3 недели еще одна группа. Вчера было восхождение, но не восхождение вот на эту гору Гусхор. Да. Это простые маршруты. Да, это простой маршрут. Человек должен попробовать себя в простом маршруте, на простом маршруте. Если это его, значит следующая ступенька. Его следующая ступенька. Но диалектика, она как в любом мире, как в любом направлении. С маленькие шаги, а потом чемпионы мира. Как мы знаем, помимо опыта в туризме, у вас есть опыт в создании фильма. Какую книгу или фильм об альпинизме вы бы хотели создать? Какой была бы его главная идея? Сложный вопрос, потому что я на самом деле принимал участие в создании фильмов, но этот вопрос для меня сложный. Наверное, смотрите, каждый фильм должен приносить какую-то идею, он должен нести какой-то позыв, он должен нести какое-то стремление к чему-то. Наверное, я буду не оригинален, но можно было бы, я бы хотел бы, наверное, даже создать фильм не столько о природе, а столько об участии туристов и
альпинистов и горных людей, скажем, в общем порядке, которые оказались в трудных условиях, которые могли показать, насколько они выдержаны, насколько они стойкие, насколько они мужественные, насколько они заинтересованы, насколько они любят природу, насколько они любят жизнь. То есть какая-то вот такой тренд, как формируется личность человека в зависимости от любви к горам, в зависимости от как идет формирование личности. Это в какой-то мере осознание того, какой жизненный путь проходишь ты сам. Вдруг ты оказался, почему-то тебя какие-то силы подвергнули полюбить горы. Хотя я родился в Таркистане, всю жизнь в Таркистане, но одно дело жить в городе, а другое дело полюбить природу. И как шаг за шагом меняется твое мировоззрение, как шаг за шагом меняется, не меняется, а проходит совершенствование твоих поступков, как любовь к горам формирует твою целенаправленность, твою любовь к природе, твою любовь к людям. Вот какой-то фильм, он носил такой философский характер. Не просто описание какого-то похода, а как формируется личность человека в ходе этого жизненного пути. То есть ты вот студент, учишься, что-то там умеешь, бах, прошел какой-то период, ты прошел какой-то первый этап, там какой-то маршрут. Ты увидел, как формируется взаимоотношения между людьми. Ты увидел, что когда двигаешься к какой-то цели, нужно очень, очень правильно выбрать эту цель и ту последовательность шагов, чтобы эту цель достичь. Вот такое взаимоотношение, чтобы это был и спорт, и формирование личности, и потом как итог, промежуточный итог, да, это у тебя есть какое-то достижение. И потом, как ты вот это достижение можешь, опять же, использовать в хорошем смысле, использовать. Не почивать на лаврах, да, я это сделал и все. А даже после того, как ты чего-то достиг, а что дальше? Потому что любовь к горам, она, еще раз говорю, мы про эту тему сегодня говорили, она не может закончиться на каком-то этапе. Она все время требует продолжения. Это до конца жизни. А лучше всего, что это еще любовь к жизни передастся твоим детям, ну не буквально, не своим детям, а следующим поколениям. Чтобы это была некая такая вот философия жизни, да, вот она длинная, она бесконечная, по сути дела. Вот такой бы фильм можно было бы продумать, и это было бы здорово. Как формируется человек, как формируется его мышление, как формируются задачи по жизни. Потому что в моем восприятии горы — это абсолютно честная субстанция, которая не требует лжи, обмана, фальши. Она формирует человека очень и очень крепкого, здорового во всех смыслах этого понимания. Вот такой фильм было бы здорово. Мы о всем говорили, но не говорили о вершине Эвереста. Какие впечатления у вас там есть? И с какими трудностями вы там столкнулись в ходе этого экспедиции? Слово покорил вычерки из лексикона. Да, судьбе было так угодно. Мне повезло, что удалось встретиться с Эверестом. Его даже называют мистер Эверест. Когда пишут про гору, не пишут просто Эверест, пишут МР, мистер Эверест. Если говорить о сложностях, сложности миллион. Физическая подготовка, психологическая подготовка, техническая подготовка, эмоциональная подготовка. На все это сколько времени пройдет? Месяц, 2 месяца, 3 месяца? Вся жизнь. Я категорически противник, чтобы на Эверест поднимались за неподготовленные люди. Категорически. И Эверест — это такая гора, которая требует... Знаете, это как Мекка. Это как святыня. Нельзя, я считаю, что нельзя, там не должен случайный человек купить за какие-то деньги, причем большие деньги, такой тур, да, тебе помогут зайти, тебе там где-то поднесут, тебе дадут кислород, тебе там приготовить чай и так далее, и так далее. Но для меня это немножко другая субстанция, прежде чем, это может быть некая компонента моей собственной жизни,
что сначала ты прошел большое количество стадий промежуточных, и потом ты можешь позволить себе ментально думать об Эвересте. И Эверест для меня не является просто так сложились обстоятельства, что я оказался на Эвересте, но нельзя просто так взять и пойти. Зачастую идет реклама, если вы поднялись там, условно говоря, на Эльбрус и еще куда-то, вы можете потом подняться. Это неправильный подход, и это неправильное жизнеутверждение. Так не должно быть. Нельзя просто так взять и сделать что-то великое, просто за какие-то деньги. А, к сожалению, Эверест — это коммерциализированное предприятие, где шерпы, где помощь, где кислород, где страховка и так далее, и так далее. Тем не менее, если уже говорить о сложностях, сложности носят, их на самом деле очень много. Главное — это непредсказуемость, потому что в любой момент может произойти все, что угодно. Это может быть обвал, это попадание в трещину, это может быть лавина, болезнь, это может быть психологическая несовместимость в группе, где там можно разругаться. Я бы не выделял отдельные составляющие, я бы сказал, что все компоненты, все составляющие должны сложиться. Ощущение, что я всегда говорю, мне приятно, что мне повезло занести флаг Таджикистана первому. Это приятно на самом деле. Но с другой стороны, опять же, возвращаясь к нашей главной теме разговора, я бы все-таки мечтал, чтобы мы ходили по таджикским горам. А Эверест — это, знаете, как вершина уже. Вершина мира. Как вершина как вершина твоих поступков до этого. Я знаю несколько человек, которые думали об Эвересте, не имея достаточное количество опыта. Из Таджикистана. Я знаком с ними. Знаете, это удовлетворение в хорошем смысле, что ты это хотел, ты это сумел, у тебя это получилось. И можно этим немножко, погордиться, скажем так. Чуть-чуть. Погордился и хватит, много не надо. Вы хотели подчеркнуть слово покорение. Нет, покорения нет. Слова покорения нет. Покорение в альпинизме не приветствуется. Не приветствуется. Есть английское слово summit, встретиться. Можно встретиться с горой. Покорить — это неправильно выражение. А можно задать немножко другой вопрос? Да, конечно. Какой горы покорила вас? Нормальненький вопрос. Я скажу так, такой горы еще не было. Но она будет. Я жду. У вас есть какие-то планы в будущем? В принципе, у меня планы есть. Сейчас у меня небольшая пауза в этом вопросе. И частично она обусловлена тем, что все-таки эти восхождения все, они сложны и по финансовым параметрам тоже. То есть это достаточно дорогое удовольствие, и не всегда получается найти достаточное количество финансов на те мечты, которые у тебя. На самом деле мечты есть, планы есть. Еще раз говорю, у меня там пока ближайшие 2-3, это не очень от меня зависит, не очень от меня зависит. У меня небольшая пауза. То есть я продолжаю ходить в горы, и у меня на эту весну две горы у нас здесь ближайшие в Таджикистане намечены. Но серьезные экспедиции, они требуют серьезного подхода. То есть их нельзя просто взять, согласиться и пойти. Да. Я продолжаю тренироваться, я продолжаю ходить в горы. Может быть, не так активно, как к Эвересту, но тем не менее. Но давайте не будем загадывать. Если будет получаться, вы об этом узнаете. Сегодня мы пообщались с человеком, который своим упорством и любовью к горам доказал, что границы существуют только в нашем сознании и не более. Виталий Хинензон – альпинист, который своим примером вдохновляет новое поколение покорителей вершин. И да, его имя навсегда будет вписано в историю таджикского альпинизма как символ силы духа, мужества и стремления к новым высотам. Спасибо большое за интересную беседу. Желаем вам успехов и новых вершин. Дорогие зрители, на этом мы завершим нашу программу «Альпинизм». До новых встреч. Пока.